В наших выпусках передач «Твои люди Якутия» мы рассказываем истории тех людей, которые вдохновляют, удивляют и мотивируют создавать что-то новое и волшебное. В этом репортаже мы познакомим вас с восхитительной девушкой Анной Петровой. Она не только создает неповторимые торты на заказ, но и основала свою собственную кондитерскую мастерскую. Родилась Анна в Ленске, в самой обычной семье. Папа работал столяром, мама всю жизнь отработала в общепите поваром. Сначала в кафе аэропорта, после в столовой номер 1, 4 и кафе Яранга, где уже была старшим поваром. Закипела, забурлила работа у меня. Ну что, там много народу было, что и здесь. 43 года проработала в общепите. Все, я очень люблю. Я дома так готовила, дети любили. Все блюда старшим поваром. Сначала за плитой, потом повысили, старшим поваром поставили меня. За годы работы у Валентины Ивановны в копилке большое количество грамот и благодарностей. Также женщина была награждена знаком ветерана труда алмазодобывающей промышленности компании «Алроса». Дочки, а их у Валентины Ивановны 2, всегда помогали маме на кухне. Замешивали тесто, стряпали пироги, булочки и ватрушки. Ну, пекла, жарила дома. Конечно, дети любили. Все жареного. Но я кондитерской как-то нет. Но не возле меня, как бы вот Галя меня благодарит, дочь старшая. Она тоже со мной работала в кафе, да, в буфете. Старшая дочь Галина с раннего детства пошла по стопам мамы. Аня тоже готовить любила, но стать поваром не стремилась. И казалось, что это очень тяжело, и у нее никогда ничего не получится. Я очень часто проводила у мамы на работе. И всегда проводила в кондитерском цеху. И там стоял такой большой миксер, такая большая дежа, и вот женщины-кондитера там первый мешок муки вываливают, второй мешок муки вываливают туда. Я так всегда, мне было, серьезно, мне было очень это интересно. Я думаю, Господи, какая это тяжелая работа, бедные женщины. Вот эти булочки они лепили, стряпали, я им помогала, я им даже помогала украшать торты. Все-таки эта тяга как-то с детства, где-то в душе у меня это было заложено. Маме тоже, безусловно, помогала и булочки печь, и пиццу выпекать. Это мы тоже вместе делали с мамой. Анна училась в 4 школе до 9 класса, после перешла в лицей номер 2. Серьезно занималась волейболом. Участвовала в районных соревнованиях, была одной из лучших волейболисток. Девушке даже был присвоен разряд. В 2004 году закончила школу, поступила в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет «Сибстрим». Училась заочно 5 лет. Получила диплом по образованию экономист. Раньше модно было экономисты и юристы. И такие профессии, мне кажется, они будут модные по сей день, они востребовательны. Да. Первый опыт работы — Ленский районный суд, но там я работала простым курьером, проработала совсем немножко, временно. Потом уже более такой серьезный опыт у меня был МУП ЖКХ. МУП ЖКХ, директор был Сергей Александрович Савинов. Я прошла собеседование и устроилась на работу экономистом. В МУП ЖКХ я отработала 2,5 года. Потом, к сожалению, произошла реорганизация, так скажем, организации, да, и пришлось пойти по сокращению. И устроилась в администрацию муниципального образования Ленский район, где занимала должность главного специалиста по инвестиционной экономической политике. В Ленском районе я отработала около года, и Анна Вячеславовна Куклина пригласила меня в администрацию город Ленск на постоянное место работы экономистом. И последнее мое место работы я отработала экономистом более 10 лет. Работала экономистом в свободное от работы время, в течение 5 лет пекла торты на заказ. Изначально зарабатывать на этом деле героиня нашего репортажа не планировала. Девушке просто нравилось баловать своих близких различными вкусняшками. Но со временем ее кулинарные изыски распробовали друзья, коллеги, после знакомые, а дальше появились и заказы. Был вино и торт к чаю, хотела просто приготовить, угостить своих родных, своих знакомых. Раз на работу торт принесла, второй раз какие-то вкусности принесла. И уже коллеги начали шутить надо мной. Ну вот, Анна, теперь будешь брать у нас заказы. Мы все вместе смеялись, и я потихонечку понимала, что кондитерское дело вытесняет администрацию. То есть я работаю на администрацию целый день и прихожу вечером, делаю заказные индивидуальные заказы.
Потом я выучилась на кондитера, получила диплом государственного разряда. 4-й разряд у меня был и есть. Систематически повышаю свою квалификацию по данному направлению. Обучаюсь в Новосибирске, ездила обучаться на кондитера, в Екатеринбург тоже ездила обучаться. Сейчас в планах поездка или в Москву, или в Казань тоже на обучение. Ну и пришлось поговорить с мужем. Или я увольняюсь с администрации и открываю кондитерскую, или я дальше работаю экономистом. Меня муж поддержал. И все-таки я уволилась с администрации. Это будет уже 2 года, как я уволилась. Первый заказ, вспоминает Анна, был для коллеги, которая попросила испечь торт сыну на день рождения в стиле Майнкрафт. Было волнительно, признается кондитер. Очень боялась девушка, что заказчику не понравится вкус торта или же декор. Но все же все получилось с точностью, да наоборот. Коллега написала огромный положительный отзыв, благодаря которому у начинающего кондитера появилась цель идти дальше. Так и пошли бесконечные заказы на торты. Сегодня запись ведется аж за 2 месяца вперед. Многие заказчики звонят, просят: Аня, сделай мне торт на завтра. Я говорю, на завтра торт невозможно сделать минимум 3 дня. То есть ты выпекаешь заготовки, делаешь начинку, делаешь декор. А когда ты собираешь эту всю картинку и ты видишь вот готовый продукт, ну как-то вот прям душа радуется, и заказчики тоже рады. Получаю положительные отзывы. Заказчики благодарны, конечно. Я тоже им благодарна, что вот на протяжении 5 лет, конечно, у меня есть и новые заказчики, но на протяжении 5 лет я держу свою клиентскую базу постоянную, то есть ко мне люди возвращаются и возвращаются за новым заказом. Производство начало расширяться, список наименований изготавливаемой продукции расти. Требовалось место. Так и пришла Анне мысль об открытии кондитерской. Брать заказы на дом – это могут все. Кондитеров в Ленске очень много. Торты пекут на заказ, так скажем, обычные люди без образования. И я все-таки решила открыть кондитерскую в Ленске у нас, потому что их не так много, а все-таки спрос на кондитерские изделия у населения есть. Читала очень много информации про социальный контракт, потому что дело это, конечно, затратное. Обычно профессиональная печка стоит от 100 тысяч и выше. Обратилась в социальную защиту, отработала специалистами, какой мне нужен пакет документов, собрала этот пакет документов, защитила ее на комиссии. Комиссия муниципального образования Ленский район одобрила мой бизнес-план. И я получила 500 тысяч рублей. На эти деньги я приобрела профессиональное оборудование, приобрела столы, мебель. Потом также я получила 150 тысяч от Центра занятости. Также со специалистами мы отработали по документам, по бизнес-плану. Мне выделили 150 тысяч рублей. На эти деньги я приобрела кондитерскую печку, профессиональную кондитерскую печь. Ну, безусловно, конечно, были свои собственные затраты, от них никуда не деться. За счет собственных средств был проведен ремонт в кондитерской, приобретена мебель, прилавок и, конечно же, создана эстетическая красота и комфорт в помещении. Воплотить идею в жизнь Ане удалось благодаря супругу Максиму. Все это мы вместе проходили, занимались этим. И я очень рад, что вот сейчас все-таки дошли до какого-то логического завершения и открыли кондитерскую. Это, конечно, основная часть была на ней. Это все она занималась, я просто ей помогал. Кондитерская «Азбука десертов» открылась 13 октября прошлого года. На торжественном открытии было очень много гостей. Родственники, коллеги, знакомые, друзья и совсем незнакомые Анне люди пришли поздравить ее с значимым событием. Я очень рада всех увидеть, особенно коллег администрации муниципального образования город Ленский и, в принципе, всех своих друзей. Так, и... Ой! 3 штуки надо резать. 3? Ну, обычно так делают, не знаю почему. Ну, давайте. Мы распродали все. Было более 500 единиц разной продукции, макаронцы, моти, эскимо. Очень-очень много всего было.
Было очень много людей. Люди дарили подарки, даже которых я не знаю. Мне до такой степени было приятно. Мне дарят цветы, говорит: Анна, мы вас поздравляем с открытием. Я даже этого человека первый раз в глаза вижу, как говорится. Я, правда, всем очень благодарна, что верили в меня. Всегда буду рада видеть всех в своей кондитерской. Витрина была наполнена различными кулинарными изделиями на любой вкус, которые в один момент раскупили. Кондитерская привлекает многих жителей и гостей нашего города не только уникальными коллекциями пирожных и тортов, но и особой атмосферой. Сегодня в кондитерской можно приобрести бисквитные и муссовые торты, макаронцы, эклеры, пряники объемные, пряники-топперы и с начинками, зефир, различные пирожные, капкейки, бенто-торты с печатью и многое другое. Витрину мы пополняем. Новиночки у нас очень-очень разные. Пользуются спросом наши знаменитые профитроли. Почему они знаменитые? У них очень особый крем. Рецептуру данного крема я привезла с Екатеринбурга, когда проходила обучение. На втором месте по спросу это, конечно, меренговый рулет. И каждую неделю я делаю новиночки. Вупи-пай, зефир, макаронцы, моти, что-то вот такого плана. Потому что люди хотят, люди просят. Больше всего пекать мне нравятся макаронцы. Хоть у них там и такой длительный процесс приготовления, но мне нравится результат своей работы. Я люблю выпекать их. Много рецептов, конечно, я беру с обучения, но сейчас я уже открываю свои авторские рецепты. В продаже эскимо муссовое шоколадное – это мой авторский рецепт. Потом вупи-пай. Вупи-пай внутри зефирная начинка – это тоже мой авторский рецепт. И торт «Карамельная девочка» – это тоже мой полностью авторский рецепт. Очень многие изделия приготовлены по авторским рецептам, рассказывает кулинар. Получаются они спонтанно в процессе выпечки. Я вот добавляю шоколада, понимаю, что не хватает немножко сливок. И вот как-то начинаю экспериментировать и, конечно, пробую уже конечный результат. И понимаю, что у меня получилось вкусно. И начинаю это все записывать в свой волшебный блокнотик, чтобы не забыть рецептуру. Вся продукция приготовлена только из натуральных ингредиентов, с особой любовью. Каждое изделие очень вкусное, эстетически красиво оформлено. Хочется попробовать все и сразу. А узнав вкус, возникает желание видеть это произведение искусства на своем столе регулярно. Поэтому практически все покупатели здесь уже постоянные. Первый мой торт был, это с вишней. Не помню, как называется, честно. Я когда попробовала, такое блаженство. Я вообще такой вкуснятины вообще никогда не пробовала, действительно. И все. И я подсела. Трайфлы, тортики. Вот я больше всего люблю трайфлы и торты. Они схожи между собой. Я безумно люблю ее крем. Такой крем я никогда нигде не ела. Самая вкусная еда – это та, что приготовлена с любовью. Об этом знают и покупатели, и сама Анна. Ее лакомства любят многие. И чтобы успевать за спросом, она увеличила команду. Сейчас я набрала команду. У меня две очень хорошие помощницы. Они мне помогают абсолютно во всем. Сейчас я могу себе позволить прийти в кондитерскую 10 часов. Но, к сожалению, пока ухожу отсюда в 9-10 вечера. Все равно раньше пока немножко позволить себе не могу. Девочки заготовки делают. Да, я беру, конечно, на себя основные такие обязанности сложные. Выпечка, к примеру, макаронцы, меренговый рулет. Вот какие-то авторские, если рецепты прорабатываю, соответственно, девочки еще не смогут это выпечь. Девчонки делают заготовки на крема, на начинки, так скажем, какие-то, да. У меня есть помощница Анастасия, она работает чисто с шоколадом. То есть наша эта мелочевка, кейк-попсы, эскимошки, трубочки, что вы сейчас видите, это все ее рук дело, она их покрывает шоколадом, украшает, такого плана. То есть каждому это видно своя? Да. То есть у каждой помощницы, так скажем, есть свой фронт работы какой-то. Помогает Анне и сестра Галина. Девушка работает на предприятии «Транснефть Восток» кухработником. Также выполняет поварскую работу. В свободное время трудится в кондитерской, делает заготовки. Помогаю Ане делать на бисквиты. Да, даже заводила бисквиты, кстати. И крема взбивала. С шоколадом немножко работала.
Тоже учитесь, да? Ну да, но это больше не мое, конечно. Я больше люблю готовить, более такие блюда. Кондитерское не совсем мое. Это моя сестра, я ее очень сильно люблю. Ну и надо помогать друг другу. Она нам очень сильно помогает, всегда поддерживает во всем. Понимаю, что это очень тяжело. Ну, я за нее рада, очень рада тому, что, во-первых, рада она, что она осуществила свое желание, свое дело такое создала, как говорится. Ну, за нее очень рада. Свою команду кулинарному искусству Анна обучила сама. Сегодня предприниматель вынашивает идею отправить помощниц на повышение квалификации в Казань. Сама мечтает освоить венскую выпечку. Круассаны в виде куба. Плоские круассаны. Да, прямо вот мне в душу запала вот именно венская выпечка. Слойки, не такие слойки, как вот мы привыкли видеть, да, вот у нас в магазинах, а что-то вот уже новенькое. Одновременно со свободной продажей Анна занимается и индивидуальными заказами. Как мы уже сказали выше, у предпринимателя большая клиентская база. Каждый отмечает сбалансированный вкус изделия и, конечно же, декор, который на 98% состоит из съедобных элементов. Лишь 2% – это топпер и живые цветы по запросу заказчика. Декор подбирает Анна индивидуально для каждого. В каждый десерт вкладывается душа автора. Девушка признается, очень приятно видеть восторг детей и взрослых от торта. Очень вкусные торты, безумно вкусные. Я просто не знала у кого, а теперь вот мы познакомились лично. Теперь мы будем знать уже, как говорится, у кого конкретно надо заказывать. Очень вкусные. Нам очень все понравилось. Очень хорошо, что тетя Анины торты хорошие, вкусные. У них мы всегда продаем торты. А так вкусно, что даже не могу удержаться. Главной помощницей Анны – ее дочки. Старшая помогает в кондитерской с продажей продукции, младшая – с ее приготовлением. Моя мама печет очень вкусные торты, но я больше всего люблю эклеры. А помогаешь маме вообще? Конечно. Помогаю стряпать. Что больше всего нравится тебе стряпать? Макаронцы. Также Анна часто проводит в кафе «Карамелька» мастер-классы для детей по изготовлению капкейков. Они всегда востребованы. Посещают их дети различных возрастов. За час ребятишки успевают начинить заготовку шоколадом, карамелью или ягодным вареньем, украсить кремом и посыпкой. В завершении каждый уносит домой коробочку пирожных, приготовленных самостоятельно. Самый загруженный месяц в году, рассказывает предприниматель, это декабрь. Канун новогодних праздников. Очень много корпоративных заказов от организаций и школ. На втором месте 8 марта. Клиентов мужчин мало. В основном заказы делают женщины. Для себя, для мамы, для бабушки или дочки. Основную работу берет на себя сама Анна. Помощницы дочки собирают коробки и упаковывают готовый продукт. У меня есть вторая помощница, но вот она чисто вечернее время там посуду мне помыть, как бы такого плана. По мелочи тоже какие-то там заготовки сделать, клубнику перетереть. Ну, бывало, вот поначалу и в 2 ночи уходила, и в 3 ночи уходила отсюда. Ну, сейчас самое раннее могу себе позволить уйти в 10. В прошлом году продукция Анны стала лучшей среди лучших товаров не только Якутии, но и всей России. Предприниматель получил первую и очень весомую награду. Стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и получила знак «Отличник качества» с правом маркировать им свою продукцию. Очень много было конкурентов. Вот, если честно, я вот собрала пакет документов и про него забыла. Потому что я как-то вот опустила руки, думаю, ну, где Россия, где я, где Якутия, где Ленск. И мне позвонили в ноябре, числа 10 ноября, и сказали: Анна Ивановна, вы выиграли лучшие товары России. Я очень была рада, мы с мужем купили билеты, супруг полетел со мной, награждали меня в Доме правительства, вручили диплом «Лучшие товары России» и знак «Отличник качества». Конечно, награда для меня – это стимул расти и идти дальше, и не останавливаться на достигнутом. Фото Анны Петровой напечатано на первых страницах книги «Лучшие товары Якутии-2024». А еще в прошлом году девушку пригласили в Москву на кулинарное шоу «Король десертов» с Ринатом Акзамовым. Но в связи с открытием кондитерской Анне пришлось отказаться от предложения. Но мы уверены, что их будет еще немало, ведь талант героини нашего репортажа безграничен, как и любовь к своему делу. Анна рассказывает, что она счастлива, что сменила род деятельности. Сегодня она в первую очередь кондитер, а потом уже экономист. Мама, которая сначала
переживала, не могла смириться с решением дочери, теперь приняла его и очень любит сладости, которыми так часто балует дочь. Благодарна Высшему, спасибо, что это все так хорошо, удачно. Конечно, тяжеловато, но сейчас как бы работники, так еще полегче. Я знаю по себе. Пахали, как говорится. Придешь, отдохнешь 2 дня, опять нормально. Папа Анны тоже бы оценил ее кулинарные изыски. Он был сладкоежка, вспоминает Анна, но, к сожалению, его не стало 11 лет назад. Он мог купить конфеты, много конфет, и все их съесть. Он мог, вот правда, за раз съесть 1 килограмм конфет. Мама постоянно его ругала, конечно, за это. Я думаю, если он был бы сейчас жив, то, конечно, наверное, выручку он бы делал самый первый у меня в кондитерской. Ну и он бы, конечно, был бы рад, что я открыла кондитерскую. Не хватает его, скучаем. Поддерживает во всех начинаниях героиню нашего репортажа семья. Она и придает ей силы двигаться дальше. Правая рука – это супруг Максим. Меня очень поддерживает муж, дети мои. Ну, да, конечно, работы очень много. Есть усталость приятная. В браке с супругом Анна 19 лет. Воспитывает с Максимом 2 дочерей. Они у меня учатся в 3-й школе. Арина учится в 10 классе, Ульяна учится в 3 классе. Учатся хорошо. Арина увлекается английским языком. Уже, несмотря на то, что она в 10 классе, у нее идет подготовка к ЕГЭ. Она хочет сдавать английский язык и бурно подготавливается. Уля увлекается танцами, безумно любит танцы. Выступает. Я занимаюсь танцами уже 3 года, почти пошел 4-й. Я хожу в школу, раньше ходила на каллиграфию, на английский и на скорочтение. Каллиграфию прошла все 4 части и теперь пишу таким красивым почерком. И все-таки мне нравится ходить в школу и писать, так приятно открывать тетрадку и смотреть на нее. Даже учителя говорят, что у меня из класса самая чистая тетрадка, и у меня мама, папа, все хвалят то, что у меня прекрасный просто почерк. Ну и как же в семье кулинара, да и без любимого десерта? Каждый член семьи любит разное. Супруг Наполеон, Ульяна эклеры, а Арина макаронцы. И любимый всеми меринговый рулет. Свободного времени сегодня у героини нашей передачи остается отработать немного. Развивать свое дело непросто. Домой Анна приходит поздно. Семья относится с пониманием. Есть минусы, есть плюсы. Вот как раз один из минусов, то, что семьей сейчас времени заниматься у Анны нету. Хотя до этого, конечно, она много занималась семьей. Сейчас папа постоянно на работе. Ну, приходится как-то эти обязанности немножко брать на себя. Максим тоже индивидуальный предприниматель, занимается пассажирскими перевозками. График гибкий, поэтому часть домашних дел без проблем взял на себя. Без поддержки супруга, Анна признается, она бы не справилась. Несмотря на занятость, все же свободные дни у Анны бывают. Петрова проводит их вместе. Ходит в гости к маме, любит гулять и ездить на природу. Несмотря на то, что я допоздна работаю, за мной муж заходит там в 10 вечера, в 9 вечера, и мы идем с ним гулять. Ульяна с нами тоже всегда гуляет, ей очень нравится. Мы любим ездить в лес. У нас есть специальная машина, так скажем, которая предназначена для леса. Любим ездить в такие отдаленные места, где другие машины не проезжают, так скажем, где нет людей. Рыбачим, гуляем, наслаждаемся свежим воздухом. Ульяна с папой любят ездить на коньки. Это немножко не мое. Вот коньки, лыжи, плюшки. Вот вчера они были на горнолыжной базе у нас. Было очень много людей было. Погода теплая, да, была. И вот пока мама работала с Ариной, они катались на плюшках. Сегодня планов грандиозных героини нашей передачи не строит. Да и мечты у девушки простые, чтобы было светлым будущее и ее детей. Я просто всегда думаю о будущем своих детей. Мы же не вечны. И мне кажется, как любой родитель хочет светлое будущее для каждого своего ребенка. А чтобы было светлое будущее, надо же из чего-то его слепить. Просто так ничего же не происходит. Если ты будешь сидеть, вот сложа руки и ничего не делать, ну, у тебя, в принципе, ничего не получится. Надо идти, добиваться своей цели.
И я думаю, тогда у всех все получится. Анна ведет активный образ жизни. В 2021 году она приняла участие в конкурсе «Супермама» и стала его победительницей, а также получила номинацию «Суперталант», предоставив на суд жюри свой фирменный торт. Выступает спонсором различных мероприятий, никогда не отказывает никому в помощи. Добрая, светлая, интеллигентная и целеустремленная, встречает всех покупателей всегда с улыбкой, притягивает к себе с невероятной силой. Хочется, чтобы все человечество было наполнено ее любовью и добротой, ведь именно на таких светлых людях держится наш небезупречный мир.